Соль земли. Именно этой фразой можно охарактеризовать жизнь и деятельность Мирона Михайловича Шамба. Первый генерал юриспруденции Абхазии, неутомимый искатель правды, борец за справедливость. Так о нем отзываются его друзья и товарищи. Сложно переоценить вклад Шамба в становление и развитие законности и правосудия в Абхазии. Родился Мирон Михайлович 14 декабря 1914 году в селе Абгархук Гудаутского уезда Абхазии. После окончания Сухумской абхазской средней школы в 1933 году поступил на исторический факультет Сухумского государственного педагогического института имени Алексея Максимовича Горького. По окончании института был направлен на комсомольскую работу. В конце 30-х годов его назначают помощником прокурора Абхазской ССР. Участник Великой Отечественной войны с 1948 по 1953 год работал адвокатом, а в ноябре того же 1953 был назначен на должность заместителя прокурора Абхазской АССР. За свою жизнь Мирон Шамба возглавлял различные ведомства, однако где бы и кем бы он ни работал, на первом месте у него всегда были человеческие взаимоотношения. Красной нитью в жизни Мирона Михайловича проходит служение национальным интересам абхазского народа вне зависимости от занимаемой должности. В связи с этим он нередко становился объектом нападок со стороны ЦК Компартии Грузии. Однако ему не помешало это продолжить защиту интересов абхазского народа. Борьба за идею, борьба за свободу и права абхазов, борьба во имя своей родины. Она сопровождала Мирона Шамба до конца его дней. Независимо от должностей им занимаемых, Мирон Шамба без устали говорил о репрессированных абхазах и настаивал на их реабилитации. Одно из таких его заявлений, сделанное на собрании областного актива Абхазской организации Компартии Грузии, было зачитано и сегодня. Кто из нас на своих плечах не перенес горькие муки насильственной ассимиляции? Кто не знает, как разбойничья шайка Берия проводила в Абхазии ассимиляторскую, шовинистическую политику, как враг Берия, войдя особо доверие к Сталину с его ведома и согласия, вероломно истреблял вместе с видными деятелями Грузии лучшие партийные советские кадры Абхазии, талантливых представителей абхазской интеллигенции, а затем, как методически уничтожались национальные особенности абхазцев путем принудительного закрытия абхазских школ, запрещения изучения своего родного языка и литературы, дискриминации самих абхазцев в своей республике. Удивительные человеческие качества Мирона Шамба притягивали к нему людей разных возрастов. Анри Джергения был частым гостем в гостеприимном доме шамбовцев. Исключительные качества лидера и вечного искателя правды всегда выделяли Мирона Шамба, вспоминает он. Вот на всех этапах развития нашего народа, при всех сложностях, при всех тяготах, у нас всегда появлялись лидеры, вокруг которых всегда объединялись наши люди. Председатель Совета старейшин Абхазии Константин Азган считает Мирона Шамба одним из ярчайших участников национально-освободительного движения народа Абхазии. Я много знаю, как с ним советовались. Я много знаю, как он поддерживал интеллигенцию, поддерживал людей, которые были в гуще событий 50-е, 60-е, 70-е годы. Тарас Миронович Шамба, сын видного абхазского юриста, поблагодарил присутствовавших, отметив, что многое его отцу удалось сделать благодаря верным сподвижникам. Сегодня вот как раз Андрей Михайлович говорил, назвал, Архипа Лобахова. А я еще добавил бы сюда, еще нескольких он назвал, я бы добавил бы сюда Алексея Дзидзария. Я бы добавил сюда Бориса Тарба, естественно, Агибея Ходелья. Я бы сюда добавил Лени Трапш, Люба Надзадзе. Такое большое количество людей, которые в то время что-то сказать или какие-то совершить деяния, сразу уже становился под прожектор. Сложно говорить о людях, чьи заслуги перед Отечеством столь сильны и значимы. Сегодня о личности Мирона Шамба часто говорят не только в юридических кругах, приводя в пример его профессионализм и приверженность делу будущим юристам. О нем часто вспоминают политики, ученые, общественные деятели. Мирон Шамба
вошел в историю как личность, неустанно борющаяся за свой народ, за свою Апсны. Илана Казамба, Торник Амичпа, Абаза ТВ.